Сколько реально стоит жить в Душанбе в 2025 году? По цифрам, без приукрашивания. Цены на аренду, еду, транспорт – все, что ты должен знать, прежде чем сюда переехать или остаться. Если вы хотите просто крышу над головой, однокомнатная квартира в спальном районе обойдется вам примерно в $200 в месяц. Хотите жить в центре с комфортом, светлой кухней и нормальным видом из окна? Готовьте около $366. Двух- или трехкомнатная квартира для семьи. Такая будет стоить от $450 до $675 в месяц. Плюс коммунальные. Около $22 за свет, воду и отопление. Еще столько же за стабильный интернет. На еду уходит в среднем $227 в месяц на одного. Это если вы готовите сами и покупаете продукты на рынках или в обычных супермаркетах. Обед в недорогом кафе – $5,5. Ужин на двоих в нормальном заведении – $14,5. Фастфуд, бургер, напиток и картошка – около $9. Городской проездной на месяц стоит $26. Это автобусы, маршрутки, иногда такси в пределах центра. Один билет всего 20 центов. Бензин около 80 центов за литр. Но личный транспорт – это уже другая история. Теперь складываем. Если вы один и не тратите лишнего, жилье 200, коммуналка и интернет 44, еда 227, транспорт 26. Итого $597 в месяц. Хочешь жить комфортно, с обедами вне дома, хорошей квартирой, стабильным интернетом и теплыми вечерами в ресторанах, готовь $700-900 в месяц. Для семьи из 4 человек $1500 до $1800. Все зависит от стиля жизни. В Душанбе еда дешевая, если ты знаешь, где покупать. На местных базарах свежие помидоры, дыня, лаваш, баранина, приправы с Востока. Все ароматное, яркое, вкусное. Но цифры важнее. Полноценная продуктовая корзина на одного в месяц – $227. Это если готовить самому. Завтрак дома, обед с собой, ужин без лишнего. Хочешь разнообразия? Уличная самса – $1. Чебурек с мясом – $1,5. Обед в кафе – $5,5. Если раз в неделю выбираться в ресторан, трат будет больше, но жить станет приятнее. Транспорт. Простой, понятный, дешевый. Ты берешь маршрутку и за 20 центов едешь через полгорода. Или покупаешь месячный абонемент на весь общественный транспорт – $26 и не думаешь о мелочи. Такси копеечное по сравнению с Европой – $1-2 за поездку в пределах центра. Но есть нюанс – пробки. Утром и вечером почти везде. Поэтому те, кто работает удаленно, выигрывают не только по деньгам, но и по времени. А теперь реальность для семьи. Супруги. 2 детей. Средняя квартира – $550. Питание не меньше 650, даже если готовить дома. Коммуналка 60. Транспорт, школа, бытовые расходы еще 300-350. Суммарно $1500 в месяц. И это без путешествий, ресторанов и крупных покупок. Зарплаты и реальные доходы в 2025 году средняя зарплата по городу. От $150 до $190 в месяц. Фриланс, диджитал и IT иногда 500, 700, а то и $1000 у особенно успешных. Вывод. Если ты на стандартной работе, важен баланс между затратами 500-600 и доходом. А IT и фриланс дают реальную возможность жить комфортно. Развлечения и личные расходы. Фитнес-клуб обойдется дешевле гостиницы от $20 до $50 в месяц. Кинотеатр $3 до $5 за билет. Премьеры 3D около 7. Парикмахерские, стрижка мужская $2-7, женская до 12. Мобильная связь $5-7, домашний интернет до 20. Это мелочи, но все вместе превращается в $60-100 ежемесячно. Плюс все, что по настроению, кафе, поход в кино. Как сократить расходы, не теряя качество жизни? Покупать на рынке на 20-30% дешевле, чем в супермаркете. Снимать жилье напрямую можно получить 1-2 месяца аренды в подарок. Интернет и мобильный, искать акции. Фитнес, ходить на групповую аренду или вместе с друзьями. Бесплатные досуги, парки, ботанические рудаки, осмотр старого города, мероприятия на площади Дружба. Студенты и молодежь.
Соседи по квартире снимают вместе и платят по $100–120. Продукты делят, готовят совместно. Подработка курьером, монтаж на стройках, такси. И да, еду за $1 на рынке – это не миф. Какая-нибудь самса за $1, порция плова $1,5. Семья и их реальная жизнь. Молодая пара без детей снимает двушку за $500. Еда 250, коммуналка 60, интернет и связь 30, транспорт 60. Итог $900–100. С детьми трешка за 600, питание 650, коммуналка 65, школа, одежда, игрушки еще до 150. Всего 1500. Вся аренда растет в районе 10% в год. Цены на продукты до 15%. Инфляция, официальный курс 6–9% в год, но рост зарплат 3–5%. Вывод. Разрыв расходов и доходов увеличивается. Если ты не в IT или не удаленщик, платить за жилье все сложнее. Те, кто в цифровой сфере, выигрывают. Вот такая она реальная жизнь в Душанбе. Не по слухам, не по чужим словам, а по цифрам, по сути, по правде. И пусть кто-то скажет это дорого, а кто-то дешево. Мы показали главное. Ты сам выбираешь, как жить. На $500 или на 1000. Важно одно – честно понимать, где ты находишься и куда хочешь идти. Мы давно не выходили в эфир, но теперь мы возвращаемся. Канал на Топчане снова с вами и будет выходить чаще, глубже, сильнее, с новыми темами, новыми историями и тем же уважением к каждому зрителю. Напиши в комментариях, о чем ты хочешь услышать в следующих выпусках. О жизни в регионах, о зарплатах, о бизнесе, о миграции. Каждое ваше предложение мы читаем и будем снимать именно для вас. И напоследок, от души. Пусть Аллах дарует тебе баракат в доме, здоровье в теле и спокойствие в сердце. Пусть твой заработок будет чистым, путь прямым, а день благословенным. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Меня звали Арбаром. Я был сыном придворного алхимика при дворе Хосрова I. Царь царей правил в середине VI века нашей эры. Его называли Ануширван Справедливый. При его дворе не было мелочей. Даже воздух был составлен точно. Ты, возможно, не поймешь, но в Персии парфюм не был прихотью. Он был частью государственной идеологии. Запах определял ранг, очищал перед богами, управлял эмоциями. В зороастрийском учении все должно быть чистым, телом, словом и запахом. Мой отец управлял Городманом, погребенной в землю мастерской под храмом огня. Там мы создавали благовония и масло. Не из спирта, не из химии. Только из земли, смол, корней, жира, пепла, света и времени. Мы использовали ладанник с Каспийского побережья, мастиковое дерево из Илама, шафран из Мервского оазиса, мяту и фиалки с гор Заагроса. Основа для всех парфюмов – масло грецкого ореха или кунжута. Они не горели при температуре тела, но впитывали все ноты. Масло настаивали 90 дней под землей в герметичных сосудах из черной глины. Каждую полнолуние открывали сосуд на вдох, не более одного. Если запах был ярким, как лук в руке воина, его отправляли для ритуалов. Если мягким, как перо павлина, для женщин и детей знати. Мы не пользовались, как вы. Их втирали в волосы, бороды, в запястья, в швы на одежде. Запах – это не то, что чувствуют другие. Это то, что предшествует тебе. Царь, входя в тронный зал, не произносил слов. Слуги поджигали банджар, тройную смесь ладанника, корицы и миры, и дым двигался вперед. Потому как распространялся дым, судили, в каком настроении Бог.
Ювелирное искусство было не украшением, а документом. Вся моя родня носила перстни, не с бриллиантами, а с печатями. На одной стороне символ рода, на другой имя или священное слово. При ахименидах такие кольца были эквивалентом подписи. Сардар в Персеполе, советник царя, скреплял ими приказы, хранил в коробке из оникса. Мужчины носили серьги. Да, серьги — это был признак высокого звания. Одно ухо — чиновник, два уха — воин с наградой. Материалы: бирюза из Нишапура, сердолик из Бактрии, лазурит с границ Индии. Золото считалось мягким металлом, его носили редко. Чаще использовали электрум, сплав серебра и золота. Он не тускнел. Лучшие мастера из города Экбатаны. Они владели техникой зерн, когда золото дробилось в порошок, а затем спекается, как орнамент по металлу. Царицы надевали диадемы с подвесами. На миниатюрах сасанидов можно увидеть эти венцы. Они не надевались на лоб, а опускались чуть выше глаз, чтобы зрачки встречались с драгоценным камнем. Это считалось защитой от сглаза. Бусы из агата носили дети против зла. Ожерелья из яшмы – знаки плодородия. Женщины заплетали волосы и вплетали в них монеты, даже не как украшения. Это был налог на красоту. С каждой монеты шел взнос в храм. Мы не имели зеркал, как вы. Они были из полированного бронзового диска. Женщины красили глаза сурьмой, чтобы отражать солнце и защищаться от демонов. Брови соединяли в одну линию, это считалось знаком благословения. Одежда не имела швов на груди. Нарушать симметрию тела считалось оскорблением духа. Все застежки прятались сбоку, а узор шел по центру, как линия судьбы. Ты не поймешь нас, если думаешь, что украшение — это мода. У нас мода была историей. Каждое кольцо, запах, вышивка — это не про красоту. Это про место человека в цепи поколений. Я часто заходил в Ападану, тронный зал Дария. Он вмещал до 10 тысяч человек. Крыша держалась на 72 колоннах, каждая высотой около 20 метров. Капители колонн завершались фигурами быков. Они смотрели в разные стороны, как вестники времени. Света было немного, окна вырубались в потолке. Они не были остеклены, вместо этого подвешивали натянутую прозрачную ткань, пропитанную мирой, чтобы воздух был прохладным и ароматным. Это был и фильтр, и ароматизатор, и защита от мух. Царская спальня не место сна, а часть культа. Там никогда не хранили оружие, только подушки, ковер, теплый свет и ящик с ароматами. На полу ткань, сотканная вручную. На стенах панно из обожженной глины, покрытой синей глазурью. Изображения не сцены охоты, а растительные орнаменты. Пальмы, ирисы, гранаты. Каждый цвет не эстетика, а смысл. Голубой — небесная защита. Белый — истина. Пурпурный — божественная власть. Ткани ткали в мастерских, прикрепленных к храмам. Лучшие были в Пасаргадах, Сузы, Экбатане. Работа начиналась до рассвета. Женщины-ткачихи знати работали в полной тишине. Это был не приказ. Это была традиция. Считалось, если ты разговариваешь во время ткачества, ты вмешиваешься в судьбу. Ткань не хранилась свернутой. Ее подвешивали вертикально, как ковры. Сгибать ткань считалось дурным знаком, согнешь ход вещей. Мебель, она была низкой. Табуреты, сундуки и камины, стулья с прямыми спинками, инкрустированные костью и яшмой. Ложе всегда без ножек. Оно ставилось прямо на ковер, а ножки скрывались. Это символ. Человек должен быть ближе к земле, а не возвышаться над ней. Ковры. Ковры были живыми. Я помню пятицветный, сотканный в парсе. Центральная часть из шерсти с козами и виноградом. Пояс с орнаментом крыльев. Края с символами зороастрийской триады. Добрых мыслей, добрых слов, добрых дел. Богатые ковры использовали не для пола, а для сидения почетных гостей. Перед ковром ставили сосуд с ароматным дымом, чтобы ткань впитывала запах. Дома не украшали картинами, считалось, что живые образы могут уводить дух. Вместо этого геометрия, симметрия, ритм. Вода – главный элемент роскоши. Бассейны внутри домов были не для купания, а для зеркала неба. Если ты видел отражение луны в воде дома, это считалось благословением. Я видел, как все это исчезло. Когда пришли македоняне, Персеполь сожгли. 331 год до нашей эры. Сгорели ткани, масло, дерево, остался камень.
но даже в камне линии, даже в пепле аромат. Я рассказал вам о мире, где каждый штрих – это отражение тысячелетней культуры, где аромат жасмина был не просто запахом, а кодом статуса, где золото превращалось не в богатство, а в язык уважения, веры, власти. Персия не просто империя, это цивилизация, которая научила мир, как красота может говорить громче оружия. Мы с вами прошли сквозь царские дворцы, приоткрыли сундуки с драгоценностями, вдыхали духи, которые создавались веками. Все это не просто история. Это наша с вами связь с чем-то древним, глубоким, вечным. И знаете, что самое удивительное? Этот дух Персии, он до сих пор с нами. В каждом флаконе амбры, в каждой орнаментальной нити, в каждом восточном кольце или серьге. Его не стереть временем. Это аромат, который не исчез. Если вам откликнулась эта история, поставьте сердечко, подпишитесь, впереди еще глубже. А теперь важный вопрос. Если бы вы могли выбрать один предмет из персидского дворца, что бы это было и почему? Ответьте в комментариях, прочитаю каждый. С любовью к культуре, ваш персидский канал на Топчане. Когда арабские всадники пересекли границу Великой Персии, они не знали, что войдут в одну из самых могущественных империй своего времени. Но знали ли персы, что их древняя вера столкнется с религией, которая изменит судьбу региона навсегда? Персия – земля огня, поэзии и величия. До прихода ислама здесь более 1000 лет процветала зороастрийская культура, основанная на поклонении Ахура Мазде. Она проникала во все сферы жизни, от имперской власти до домашнего очага. Но в середине VII века нашей эры все изменилось. В 633 году, всего через год после смерти пророка Мухаммада, мир ему, арабские войска халифата начали военные кампании на восток. Их целью стала Персидская Сасанидская империя, ослабленная внутренними раздорами, коррупцией и изнурительными войнами с Византией. В 636 году произошла битва при Кадисии. Ключевое сражение между мусульманской армией под командованием Саада ибн Аби Ваккаса и персидскими войсками под предводительством Рустама Фаррукзада. Победа арабов стала переломной. Спустя 2 года они заняли столицу Ктесифон. К 651 году, после убийства последнего шахиншаха Ездигерда III, Сасанидская империя прекратила свое существование. Персия официально пала. Но ислам не навязывался мечом каждому жителю. Исламизация шла постепенно, в течение нескольких столетий. Многие персы принимали ислам добровольно, под влиянием культуры, торговли, науки. Другие оставались зороастрийцами, платят джизью, налог не мусульман. Именно в Персии ислам обогатился философией, медициной, математикой и поэзией. Персы не только приняли ислам, но и стали его важнейшими носителями. Такие ученые, как Аль-Фараби, Ибн Сина, Авиценна, Аль-Газали, все были выходцами с персидской земли. Даже сам персидский язык фарси впитал в себя исламскую терминологию, но сохранил самобытность. Интересный факт. Несмотря на арабское завоевание, большинство персов отказались переходить на арабский язык. Они адаптировали арабскую письменность, но сохранили родной фарси. Это сделало Персию уникальной. Ислам здесь принял местную культуру, а не уничтожил ее. Ислам в Персии – это не только религия, но и культурный синтез. Это пример того, как духовность может преобразить империю, не разрушив ее душу. Персия не исчезла, она переродилась, приняв ислам, и навсегда изменила лицо мусульманского мира. Когда арабские армии, вдохновленные новой верой, продвигались на восток, они столкнулись с персами, не просто как с очередным народом, но как с цивилизацией, глубоко укорененной, с тысячелетним наследием, собственной религией, философией и государственным мышлением. Первые крупные военные столкновения начались при халифе Умаре ибн аль-Хаттабе. Это была необычная экспансия, это было столкновение миров. В год 435 по иранскому летоисчислению, в битве при Кадисии, арабские войска нанесли поражение силам Сасанидской империи. Хотя численно арабы уступали,
Их мотивация, сплоченность и религиозное вдохновение сделали их армию почти неудержимой. Полководец Саад ибн Аби Ваккас, один из сподвижников пророка Мухаммада, вошел в историю как человек, открывший ворота в сердце Персии. Затем последовала решающая битва при Нахавенде в году 21 по хиджре. Именно здесь империя сасанидов рухнула окончательно. Войска Издигирда III, последнего шахиншаха, не смогли сдержать натиск, и с этой битвы начался необратимый процесс исламизации и арабизации Персии. Но ислам не был насажден как цепь, он был принят, в итоге потому, что предложил то, что резонировало с духом персов – порядок, ученость, философию, справедливость. Уже через несколько десятилетий персы не просто приняли ислам, они стали его движущей силой. Великие ученые, имамы, философы, каллиграфы и архитекторы исламского мира во многом происходили именно из Ирана. Семья Бану Сафах, основавшая аббасидский халифат, активно использовала поддержку персов против омейядов. Таким образом, персы не просто приняли ислам, они переписали его судьбу. Арабо-персидская симфония породила эпоху Золотого века ислама, время, когда Багдад стал столицей науки и искусства, и где персидский язык шаг за шагом вновь возвращал свое влияние. Но процесс был не одномоментным. Даже через 100 лет после завоевания ислам еще не полностью укоренился в сельских районах. Люди продолжали праздновать Навруз, обращаться к Заратустре, читать Авесту. Только с приходом шиитской династии сефевидов в 15 веке по григорианскому календарю ислам уже в форме шиитского мазхаба стал официальной религией Ирана. Символично, страна, где родился пророк Заратустра, стала плотом шиитского ислама и через века повлияла на формирование современной религиозной геополитики всего региона. Когда арабские армии вошли в сердце Персии, в древний Иран, они столкнулись не просто с армией сасанидов, а с целым цивилизационным миром. Персы были не только воинами, но и философами, поэтами, учеными, жрецами. Но к моменту вторжения их империя трещала по швам. Десятилетиями страна истекала кровью из-за внутренних смут, религиозного гнета жрецов-зороастрийцев и ослабления центра. В год 61 по хиджре, 681 от Рождества Христова, спустя всего несколько десятилетий после первых столкновений, почти весь Иран оказался под контролем мусульман. Однако ислам не пришел в Персию как бездумное копье. Он пришел, чтобы изменить все. Не только власть, но и культуру, язык, науку, смысл жизни. Почему персы приняли ислам? Прежде всего, они не сразу его приняли. Первые поколения жили как Ахль-аз-Зимма, народ, обязанный платить джизью, налог, но имеющий защиту. Но ислам предлагал нечто, что зороастризм потерял – универсальность, открытость, социальную мобильность. Простой перс мог стать ученым, судьей, визирем, даже халифом, если бы добился признания. И они добились. Персы не просто приняли ислам. Они его преобразили. 8 и 9 столетие по христианскому летоисчислению – эпоха аббасидов. Именно персидские умы превратили ислам в великую цивилизацию. Абу Ханифа, основатель одной из 4 суннитских школ, был из персов. Аль-Фараби, Ибн Сина, Аль-Хорезми – персы. Грамматика арабского языка, каллиграфия, философия, медицина – все это расцвело, потому что персы вложили в ислам свою душу. Но и вера изменилась. Суфизм, мистическое течение ислама, обрел свое сердце именно в Персии. Это были века, когда мечети и ханкаги строились не ради демонстрации власти, а ради познания Творца. Люди, подобные Баязиду Бастами, Джунайду, а позже и Руми, не просто молились, они горели в любви к Аллаху. Противостояние не исчезло. Да, ислам стал господствующей религией, но старые верования не исчезли мгновенно. В горных районах, отдаленных деревнях зороастризм держался еще века. Даже в крупных городах Исфахане, Езде, Кермане находились тайные огнепоклонники. Некоторые принимали ислам внешне, но дома продолжали чтить огонь. Историки называют это явление такия – скрытие веры ради безопасности. Персидский язык против арабского. Сначала победила арабская речь. Государственные бумаги, научные трактаты – все было на арабском. Но к IX веку персы начали возвращать свое. Возникает новый персидский язык, на арабской графике, но с персидской душой. Первые поэты пишут на нем. Рудаки, Фирдоуси. Именно Фирдоуси создает Шахнаме, эпос, который восстал против забвения. Это был вызов. Мы, персы, мы помним свою историю.
И ислам не уничтожил эту идентичность, он принял ее. Родился уникальный симбиоз – ислам по-персидски, где пророк Мухаммад – посланник, а Хасров и Ростам – символы чести, где Коран – источник истины, а Хайям, Руми и Аттар – ее интерпретаторы. Когда над Персией взошло знамя ислама, началась не только смена власти, но и трансформация души народа. Это не было простым завоеванием, это было столкновение двух великих мировоззрений. Персы не исчезли, они не растворились. Напротив, они наполнили ислам своим духом, своей поэзией, своей философией. Те, кто вчера сражались на полях Нихавенда и Кадисии, уже через поколения стали имамами, учеными, поэтами, визирами. Ислам, пришедший с Аравийского полуострова, обрел свой золотой облик именно здесь, в землях Ирана. Без персов не было бы золотого века ислама, не было бы Бируни, Авиценны, Рази, Саади и Хафиза. Ислам в Персии – это не просто религия, это ткань жизни, пропитанная ароматом шафрана, мудростью древних царей, пылающей верой в справедливость и поиском смысла. Здесь Коран не читают, его поют. Здесь молитва – это не просто обряд, а дыхание культуры. И пусть сегодня границы, религии и государства меняются, дух той Персии, что однажды приняла ислам и превратила его в искусство, остается живым. Он звучит в стихах, в архитектуре, в музыке и даже в молчании. Потому что ислам и Иран – это уже не две истории, это один поток. Братья и сестры, история ислама в Персии – это не просто череда событий, это доказательство того, как свет истины способен преодолеть века тьмы. Это напоминание нам, что каждый из нас несет в себе продолжение великой цепи, от пророка Мухаммада, мир ему к Али, от Али к праведным потомкам, от них к народу, который услышал, принял и пронес истину сквозь огонь и кровь. Если вы смотрите это видео, значит, в вашем сердце уже горит искра. Не дайте ей угаснуть. Возвращайтесь к Корану, углубляйтесь в Сунну, изучайте наследие имамов, ученых, мучеников и поэтов ислама. Будьте достойными потомками великой цивилизации. Помните, ислам не о прошлом. Ислам – это о тебе. Прямо сейчас. Если вы нашли в этом ролике истину или просто красоту, подпишитесь, оставьте комментарий и помогите распространить этот свет. Пусть ваши лайки станут садака, пусть ваши репосты дойдут до того, кто еще ищет путь. Да будет с вами мир, милость и благословение Аллаха. Ваш персидский канал на Топчане. Я – Салман из Персии. Я родился в земле, которую вы зовете Персией. Тогда еще жила могущественная династия сасанидов. Меня звали Рузбех. Мой отец был жрецом, хранителем огня. Мы жили в деревне рядом с Исфаханом. Мой дом был большим, каменным. Богатство текло в него рекой. Я был единственным сыном, и отец оградил меня от всего, что могло бы нарушить мою веру. С детства меня готовили стать жрецом. Я знал все, что нужно для службы огню. Я следил, чтобы он не угасал ни на миг. Я носил одежду белоснежную, говорил на авестийском и считал, что только наша вера истинная. Но чем старше я становился, тем больше появлялось трещин. Я слышал истории о других верованиях. Люди рассказывали о христианах, которые молятся единому Богу. Не через огонь, не через идолов, а напрямую. Эти рассказы не давали мне покоя. Когда мне исполнилось около 20 лет, я принял решение. Я сбежал, оставил семью, богатство, имя. Я стал нищим искателем истины. Сначала я добрался до Месопотамской земли. Там я нашел первых христиан. Я жил с одним из монахов. Он учил меня. Я служил ему. Но вскоре он умер. Он указал мне на другого учителя в Мосуле. Я снова пошел в путь. Потом к следующему. И снова. Каждый умирал, передавая меня другому. Последний из них перед самой смертью сказал: «В земле Хиджаз, в Аравии, появился пророк. Он будет говорить то, что говорили мы. Он не будет ни христианином, ни иудеем, но будет говорить от единого Бога. Найди его». Это было не паломничество, это было изгнание без пути назад. Я прошел через пустыни. Меня предавали. Однажды караванщики заманили меня в ловушку, продали в рабство. Много дней спустя я оказался в Ятрибе. Вы знаете этот город как Медину.
Там я служил Иудею. Он использовал меня как раба в пальмовых рощах. Я работал под палящим солнцем, но продолжал ждать. Пока однажды не услышал. В город пришел человек, говорящий от имени Бога. Я пробрался к нему и увидел его. Его лицо было светлым. Он не принимал милостыню, но брал подарок. У него между лопаток было родимое пятно. Я узнал его по 3 признакам и зарыдал. Это был он. Я рассказал ему свою историю. И он сказал: «Ты Салман, ты из нас, из нашей семьи». Он выкупил меня. Я стал свободным, но свобода моя была не в бумаге, а в том, что я наконец нашел истину. Я стал мусульманином. Я начал учить Коран. Я сидел рядом с пророком, мир ему, слушал его, запоминал его слова. Он доверял мне. Когда мекканцы, более 10 000 воинов, шли, чтобы уничтожить Медину, я предложил вырыть ров. Это была персидская военная тактика, которую арабы не знали. Пророк согласился. Мы копали землю вместе. Он как простой человек. Я видел, как его живот был связан камнем от голода. Мы копали дни и ночи. И тогда Медина устояла. Ров остановил врага. Это было в 5-м году после хиджры. Я перевел некоторые суры Корана на персидский язык, чтобы мои соотечественники могли понимать. Я не оставил родину. Я хотел привести ее к свету. После смерти пророка я пошел с армией на восток. Мы несли не меч, а веру. Я не участвовал в грабежах, я был тем, кто учил, кто объяснял, кто переводил. Люди слушали и принимали ислам не из страха, а из понимания. Меня назначили губернатором Аль-Мадаина. Это был центр древней Персидской империи, бывшая столица сасанидов. Но я отказался от дворца. Я жил в простой хижине. Я плел корзины, я продавал их и деньги раздавал бедным. Когда ко мне пришел юноша, сын знатного Персии, и сказал: «Ты был приближенным пророка, ты знаешь великие тайны, ты можешь жить во дворце. Почему ты живешь в бедности?» Я ответил ему: «Я оставил Персию не потому, что она плоха. Я оставил ее потому, что нашел вечность. Я умер в Аль-Мадаине, приблизительно через 32 года после хиджры. Без дворца, без наследства, но с сердцем полным покоя. Моя могила не в Иране, она в Ираке. Люди приходят туда не чтобы поклоняться мне, а чтобы вспомнить путь от огня к свету, от служения вещам к служению истине. Меня звали Рузбех, но вы знаете меня как Салмана Аль-Фариси. И я нашел то, чего искал всю жизнь. Когда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, ушел из этого мира, боль была, как будто небо рухнуло. Мы стояли в тишине. Никто не знал, что говорить. Его глаза уже не открывались. Но слова, которые он оставил, горели в нас, как светильник. Я знал, вера не умирает с человеком, она живет в тех, кто ее несет. Я остался рядом с Али ибн Аби Талибом. Я верил в его знания, в его прямоту. Он был как дверь, которая ведет к пониманию глубин веры. Я не вмешивался в споры и не искал власти. Моя задача была удержать огонь истины в чистоте. Я участвовал в походах в Персию, я знал эти земли, я знал их людей, их язык, их боль, их гордость. Когда мусульманская армия подошла к Ктесифону, бывшей столице Персидской империи, я не чувствовал торжества, я чувствовал ответственность. Я говорил людям: «Я один из вас. Я не пришел как враг, я когда-то поклонялся огню, как вы, но я нашел то, что выше». Я переводил аяты Корана. Я объяснял, что ислам не разрушает, а очищает, что Бог не чужой властелин, а тот, кто ближе, чем дыхание. Когда меня назначили наместником Аль-Мадаина, я отказался от роскоши. Я знал, как она портит сердце. Я построил себе глиняную хижину. В ней была только циновка, кувшин с водой и корзины, которые я плел. Я сам носил воду, сам покупал себе хлеб. Если ко мне приходили с подарками, я говорил: «Отдайте это тем, у кого нет». Я не делал это на показ. Я просто боялся того, что убивает душу, гордости. Однажды ко мне пришли посланники из Басыры. Они спросили меня: «Что ты запомнил от пророка?» Я сказал: «Он учил нас, что богат тот, кто спокоен внутри, а беден тот, кто жаждет большего. Он говорил, что лучший из нас тот, кто не причиняет зла ни словом, ни делом». Я часто вспоминал те ночи, когда сидел рядом с ним, как он говорил, как он молчал, как смотрел на звезды. Он знал, что уйдет, но он знал, что вера останется через нас. Я дожил до глубокой старости, мой голос ослаб, руки дрожали, но память была ясной. Я помнил каждое слово, каждый шаг.
Я знал, что приближается конец. Перед смертью я велел похоронить меня без надписей, без мрамора. Просто. Я сказал, кто знает, тот узнает, кто не знает, пусть ищет не могилу, а путь. Когда душа покидала мое тело, я чувствовал покой. Ни страх, ни сомнения, только ясность. Все, что я искал, я нашел. Все, что я любил, я оставлял. Все, что было тяжелым, стало легким. Я был персом, я стал мусульманином. Я был жрецом огня, я стал слугой света. Меня продали в рабство, и я обрел свободу. Меня звали Рузбех. Но вы знаете меня как Салмана Аль-Фариси. И если кто-то спросит, кто ты был, скажите, он был тем, кто отдал все, чтобы найти истину, и передал ее, без искажений. И вот, история Салмана Аль-Фариси завершена. Он не был арабом, не был потомком пророков, не был богатым, когда нашел истину, но он стал частью семьи пророка. Не по крови, по духу. Именно такие люди формировали умму. Не по происхождению, а по искренности, не по званию, а по пути. И я знаю, среди вас, кто смотрит сейчас, есть те, кто тоже ищут, кто не соглашается на пустое, кто хочет глубже понять, кем мы были и кем можем быть. Я читаю ваши комментарии, чувствую вашу поддержку. Благодаря вам я каждый день, кадр за кадром, строчка за строчкой собираю такие выпуски, чтобы истина звучала без шума, чтобы история говорила с вами голосом фактов, а не фантазий. Если этот рассказ дал тебе хотя бы один сильный момент, нажми лайк и напиши в комментариях. Я здесь как Салман, и я ищу истину. Я все читаю. Каждое слово дает мне силы. Пусть Аллах дарует тебе знания, терпение и свет, как даровал тому, кто ушел из дворца и обрел вечность. Ассаламу алейкум. До следующего выпуска. When we think of ancient empires, most people talk about Rome, Egypt, or Greece. But there's one civilization that's just as powerful and often overlooked: Persia. More than 2,500 years ago, Persia ruled the largest empire the world had ever seen. From the edges of India to the heart of Egypt, it stretched across continents, uniting over 70 million people. It was Cyrus the Great who changed everything. He didn't just conquer, he liberated. He freed slaves, thus respected religions, and declared the world's first known charter of human rights. It's written on the Cyrus cylinder. Persians built roads longer than the Roman Empire. They created underground water systems that still work today, and invented ancient refrigerators, called yakhchals, in the middle of the desert. Their religion, Zoroastrianism, inspired ideas about heaven, hell, free will, even angels and demons. Long before Christianity or Islam existed, Persians were thinking deeply about the meaning of life. Persepolis, their capital, was a city of stone and fire, filled with carvings of kings, warriors, and lions. Not built for war, built to impress. And it still does. Even after invasion by Alexander the Great, Persia never truly died. It transformed. New dynasties rose, new ideas spread, but the Persian soul remained. From carpets to poetry, astronomy to architecture, Persia shaped the world. And yet, most people barely know its name. Persia isn't just ancient history, it's a living legacy, one that still speaks in stone, in art, in every truth-seeking heart. Imagine a place where engineers designed wind towers that cooled entire homes without electricity. That was Persia. They didn't fight nature, they worked with it. They believed in order, in balance between light and dark. Even their gardens, called paradises, were built to reflect the harmony of the universe. Persian women owned land, they ran businesses, they signed contracts, in an age when most of the world saw them as property. Their kings didn't force one culture, they protected many. You could walk from Babylon to India under one flag, and be safe, be fed, and speak your language. Poets like Ferdowsi, Rumi, and Hafez didn't just write love stories, they carried the soul of a nation through invasion, collapse, and silence. While Europe was in its dark ages, Persian scholars were translating Greek, Indian, and Arabic texts. They kept the light of knowledge alive. Even today, we still feel Persia's fingerprint. In our medicine, our language, our sense of justice. It's everywhere, we just forgot where it came from.
But Persia remembers. In every mosaic tile, in every line of ancient poetry, in every thread of silk, stitched by hands long gone, but never lost. They called it the land of the Aryans, Aryanum Vaja. Not about race, but about honor, truth, and the eternal fight between light and darkness. Zoroaster didn't ask for worship. He asked for thinking, for choosing good thoughts, good words, good deeds. That idea shaped generations and still echoes today. When other empires ruled with fear, Persia ruled with law. Even the poorest farmer had rights, written, respected, and protected. They taxed fairly, built schools, dug underground aqueducts that watered cities in the heart of deserts. They didn't conquer to destroy. They conquered to connect. The royal road stretched for thousands of miles. Messengers could cross the empire in a week. It was the world's first information highway, long before fiber optics or satellites. Their art wasn't just beautiful, it meant something. A lion fighting a bull, not just animals but symbols of time, struggle, and rebirth. Every color, every curve told a story. Persians believed in beauty, not just in gold and stone, but in balance, proportion, meaning. Even their calligraphy felt alive. Their architecture didn't just reach the sky, it pulled heaven down to earth. They respected knowledge more than wealth. Their libraries were filled with astronomy, medicine, mathematics. And when the invaders came, they buried books to save them. Persia wasn't perfect, no empire is, but it was one of the few that tried to lift its people, not just rule them. And when it fell, it didn't vanish, it became poetry. Omar Khayyam questioned the stars. Hafez sang about longing and rebellion in the language of wine. And Rumi, a Persian writing in exile, told the world, "Don't grieve. Anything you lose comes round in another form." Today, the name Persia may not be on the map, but it's everywhere. In our words, in our laws, in our dreams of justice, peace, and beauty. It's not just a memory, it's a mirror, showing us what we once were and what we could be again. Even the enemies of Persia wrote about its greatness. Greek historians, Roman generals, Arab scholars, they didn't deny its power. They respected it. Because Persia wasn't built on chaos, it was built on an idea that unity doesn't mean sameness. 1,000 cultures lived under Persian rule. Different languages, beliefs, traditions, all woven together like a carpet. And Persians were masters of the carpet, not just in craft, but in meaning. Every thread had a purpose. Every pattern was a memory. The Persian carpet wasn't furniture, it was history. It told stories of the sky, the garden, the hunt, the beloved, passed down for centuries, untouched by time. They believed paradise was a garden. That's where the word comes from. Parada, the enclosed garden. Lush, ordered, flowing with water and shade. Not a dream of the afterlife, but something to build here and now, on Earth. And they did. Cities like Susa, Ecbatana, Persepolis, they weren't just capitals, they were visions, built with stone, sun, and silence. Each designed to impress not with size, but with symmetry, with soul. Persian scientists mapped the stars. They measured time with precision. They knew the Earth rotated centuries before the West admitted it. In medicine, they treated cataracts with surgery. In chemistry, they extracted alcohol. In mathematics, they advanced algebra long before it reached Europe. They didn't separate science and spirit. They saw them as one, two sides of the same search for truth. Even Persian warfare had a different philosophy. They didn't destroy temples. They didn't burn libraries. They didn't force conversions. Cyrus the Great freed the Jews from Babylonian exile. And the Jews remembered, they still call him the Anointed One. Persians were warriors, yes, but not savages. They built empires not just with swords, but with laws, with treaties, with roads, with ideas, and when they lost, they rebuilt. Again and again, because empires fall. But civilizations rise again, if their foundation is deep enough. Persia's wasn't built on sand. It was carved into mountains, written in stone, planted in gardens, whispered in verse. Today, we scroll past history. We chase speed, noise, distraction. But Persia teaches us, power fades, beauty stays, and meaning lasts forever. And so, the story of Persia is far more than a tale of ancient empires or exotic beauty. It's a living legacy, one that flows through our languages, our sciences, our poetry, and our philosophies. From the gardens of Shiraz to the observatories of Samarkand, from the justice of Cyrus to the mysticism of Rumi, Persia shaped not only its own destiny, but the destiny of the world.
о подданном, который предпочел молчать. Король спросил у мудреца, что важнее для подданного, говорить или слушать. Мудрец ответил, слушать, ибо молчание – знак мудрости, а слова без дела пусты. Подданный, что молчит и слушает, порой спасает царство от бед. О том, кто заступился за правду. Один человек сказал королю правду в лицо, несмотря на угрозы. Король удивился, почему ты рискуешь жизнью ради слов? Человек ответил, без правды нет ни царства, ни мира. О прощении как силе. Король спросил, как быть с тем, кто тебя обидел? Мудрец сказал, прощать значит быть сильнее. Обида же – тяжелый груз для сердца. О труде и справедливости. Говорят, король увидел ленивого подданного и спросил, почему ты не работаешь? Тот ответил, жду, когда другие сделают мою часть. Король сказал, царство держится на трудах каждого, кто не трудится, тот обуза. О важности совета. Король собрал советников и сказал, лучше слушать множество мнений, чем одно, даже если оно мудрое. Мудрость в совете многих, а не в гордыне одиночки. О справедливом судье. Судья решил дело не по закону, а по симпатии к богатому. Народ возроптал. Король сказал, лучше быть строгим, чем несправедливым. Судья, что не правит по правде, разрушает доверие. О правителе, который слушал совет. Король спросил мудреца, какой совет самый лучший? Мудрец ответил, тот, что направлен на благо народа, даже если он горек, как горькая трава. О подданном, который помог королю тайно. Один человек тайно помогал королю нам без признания. Король сказал, таких людей ценить нужно больше всех. Они истинные слуги страны. О тех, кто льстит королю. Мудрец сказал, льстец – враг, одетый в шкуру друга. Истинный друг говорит правду, пусть и горькую. Король спросил, как долго должен правитель терпеть неповиновение? Мудрец ответил, пока терпение не приведет к разрушению власти. Тогда нужно действовать решительно. О щедрости и скупости. Один король был скуп и жесток, его подданные ушли к другому. Мудрец сказал, щедрость и справедливость крепят власть, а скупость ее разрушает. О слуге, который отказался от лжи. Слуга отказался солгать ради выгоды. Король спросил, почему? Он ответил, ложь разрушает доверие и честь. О том, кто строит мосты, а не стены. Мудрец сказал, правитель, что соединяет людей, строит мосты дружбы, а не стены раздора. Истинный мудрец. О великодушии в беде. Король увидел, как подданный делится последним хлебом с нищим. Он сказал, истинная сила в великодушии, особенно когда трудно. О знании и невежестве. Король спросил мудреца, что хуже, не знать или притворяться знающим? Мудрец ответил, хуже притворяться, ибо невежда, признающий себя ковым, может учиться. О юноше и правителе. Один юноша сказал царю, я боюсь тебя. Царь улыбнулся, я боюсь Бога, и если бы я не боялся его, ты действительно должен был бы бояться меня. О наказании и милости. Король хотел сурово наказать вора. Мудрец сказал, накажи, чтобы не поощрять преступления, но пощади, если можешь, ибо милость выше мести. О злословии. Человек говорил дурно о царе. Ему сказали, боишься ли ты гнева властелина? Он ответил, когда он услышит мою речь, может убить меня. Но если он узнает, что я молчу, может пожалеть меня. О короле и монахе. Король спросил у аскета, кто лучший из людей? Аскет ответил, тот, кто не стремится быть выше других. О подчиненном, не боящемся истины. Один подданный указал королю на его ошибку. Царь разозлился, но мудрец сказал, сильный не тот, кто подавляет, а тот, кто выносит истину. О власти и сердце мудрец. Власть без доброты, как меч без рукояти. Она ранит всех, в том числе и тебя. О терпении и вознаграждении. Почему ты не просишь награды за службу? Потому что служение справедливому уже награда. О словах правителя царь сказал необдуманные слова. Мудрец напомнил, стрелу и слово невозможно вернуть. Слово царя – закон, даже если он шутит. О богатстве и совести. Кто беднее всех? Спросил царь.
тот, у кого много золота, но нет покоя в сердце. О благодарности царь одарил нищего, но тот не поблагодарил. Мудрец сказал: благодарность не нужна богатому, она возвышает бедного. О справедливости при выборе. Один царь назначил правителем жестокого человека. Мудрец сказал: тень дерева не будет сладкой, если корни гнилые. О наказании царь хотел казнить нарушителя. Мудрец сказал: наказание — крайняя мера. Сначала научи, потом накажи. Без наставления кара бесплодна. О страхе перед Богом. Кого боится мудрый правитель? Не врагов, а дня, когда предстанет перед Богом за каждую слезу подданного. О совете врага. Враг дал царю дельный совет. Мудрец сказал: истина выше дружбы и вражды. Мудрый берет добро даже от недруга. О пустых речах. Один льстец долго хвалил короля. Мудрец: ты пел как соловей, но не дал ни тени, ни плода. О величии в скромности. Царь спросил, кто больше, он или Бог. Мудрец сказал: ты властелин земли, он властелин сердец. Ты даешь хлеб, он дает дыхание. О сострадании к бедным. Что украшает корону? Спросил царь. Слезы бедняка, которого ты спас. О наемниках и верности. Что лучше, слуга за деньги или друг за правду? Друг, ибо верность не продается. О жадности. Сколько нужно богатства царю? Столько, чтобы не просить у жадного. О памяти народа. Что остается после смерти правителя? Не дворцы, а то плачут ли по нему бедняки или радуются. О враче и царе. Царь заболел, и пришло много лекарей. Один из них сказал: болезнь тела — малость, хуже, когда болен дух. Царь ответил: ты сказал истину. Пусть мое тело страдает, но не совесть. О подданном, говорившем правду. Один подданный сказал царю в лицо: ты правишь строго. Придворные испугались, но царь сказал: я боюсь лишь того дня, когда никто не осмелится говорить мне правду. О тени справедливости. Мудрец сказал: справедливый правитель подобен облаку, он не выбирает, над кем пролиться дождем. Царь должен быть тенью Бога, одинаковой для всех. О нищем и короне. Один нищий сказал царю: я свободен в своих лохмотьях, а ты пленник своей короны. Царь задумался: истинная власть над собой. О слове, которое спасло, царь собирался казнить узника. Тот сказал: если я виновен, пусть накажет меня Бог, а ты будь его отражением на земле. Царь пощадил его, сказав: ты напомнил мне, кто я. Друзья, от всего сердца благодарю вас. Нас уже больше 100 тысяч, и это не просто цифра. Это 100 тысяч добрых сердец, которые выбрали свет, культуру и чистоту в интернете. На этом канале только человечность, только уважение к каждому. Здесь нет места грязи, вражде, политике, осуждению или расизму. Только доброта, только любовь, только настоящая Персия, как она есть, красивая, глубокая, душевная. Если вам близко, что я делаю, поддержите канал лайком, комментарием или просто добрым словом. Это помогает продвигать выпуски, чтобы в интернете становилось больше достойного и чистого контента. Если вы еще не с нами, присоединяйтесь. Здесь каждый важен. На топчане всегда есть место для вас. С любовью и уважением, ваш друг. Легендарный Абада, а.к.а. Гарри Рэй. Are you decide? Don't have to. Kam sigaret udmetiyimda peshona Shishdagi bearus peshamde ona Ами музыка рамондым киты даёдым Задимайды нюратеста быдым киты файредым Как баройчи ма бу армек адым тыда баройчи Чирайофтани быдым Салом алейкум. Алейкум салам. Ака аму альбоми нави Абад Аброма товардиш. Сара вардам ду я 6000 да бочи бачка.
Ne? Gabnes Turia. Абада. Голос улиц Таджикистана. 29 августа 1988 года первый роддом Душанбе. На свет появляется мальчик, которому суждено переписать правила игры в таджикском хип-хопе. Его имя Раджабов Кайхусраф Файзулович. Сегодня его знает каждый, кто хоть раз включал уличный рэп на таджикском. Первые строки он начал писать в 2004 году. Молодой, дерзкий, голодный до самовыражения. Его дебютный хит «Ты не одна» сразу дал понять, появился новый голос. За ним последовали другие треки, ставшими хитами, которые разорвали локальные чарты и навсегда вписали имя Абады в историю таджикской рэп-сцены. Он не подражал, он создавал свое. Он не только рэпер, он философ улиц. Его творчество — это баланс между болью и гордостью, между дерзостью и правдой. Он одинаково уверенно пишет треки на таджикском и русском, обращаясь как к своим, так и ко всей постсоветской аудитории. Он самый популярный хип-хоп-исполнитель Таджикистана, без компромиссов. Сначала был псевдоним Абада, потом появился Harry. Как он сам объясняет в эксклюзивном интервью Levacant Pro, ему просто стало интересно, а как звучит Хусраф на британском? Ответ оказался Гарри. Так и родился Harry Ray. Под этим именем он выпускает исключительно underground, дисы, мрачный хип-хоп с обостренным социальным нервом. Это не рэп для радио, это рэп для тех, кто видит мир без фильтров. Отец Абады – рабочий всю жизнь, как говорит сам артист, как Эминем на заводе. Мама на заслуженном отдыхе растит внуков. Абада женат на той, которую выбрал сердцем. У него 3 детей. И он горд этим больше, чем любыми цифрами на ютубе. Цель моего творчества – показать мой феноменальный талант. То, что вы слышите сейчас, это только половина того, на что способен мой мозг. «Я хочу узнать, до какой стадии гениальности могу дойти», — сказал он в интервью Levacant Production. На вопрос, что он посоветует молодым артистам, его ответ прост: меньше слов, больше дела, больше true рэпа. А когда его спросили, когда были лучшие годы его карьеры, он ответил, не раздумывая: они еще впереди. Сегодня Абада продолжает выпускать новые альбомы. Его слушают те, кто ищет настоящую музыку, а не маркетинг. Он представитель старой школы таджикского хип-хопа, но с идеями, которые звучат как будущее. Он не просто артист, он движение, он эпоха. Почему Абада остается легендой таджикского рэпа? За плечами не только сольные релизы, но и участие в знаковых коллективах вроде Вьюга Альянс. На сцене и как артист, и как судья батлов. А в сердцах фанатов, как голос улицы, лирик, которому верят. Этот выпуск не реклама и не фанатская похвала. Это дань уважения эпохе, стилю, атмосфере. Ностальгия по временам, когда рэп был настоящим. Когда быть народным значило больше, чем быть фальшивым на больших экранах. Сотрудничал с мастодонтами вроде Мастера Исмайла, но никогда не гнался за трендами. И даже без частых клипов и альбомов, его музыка продолжает жить в наушниках слушателей. Абада — это школа, это стиль, это история. Он как голос ветра душанбинских улиц. Его строки — это хроника молодежи, выросшей на фоне сменяющихся эпох. Он как голос ветра душанбинских улиц. Его строки — это хроника молодежи, выросшей на фоне сменяющихся эпох. Когда другие продавались, он оставался настоящим. Когда сцены тухли, он собирал батлы. Это артист без костюмов, но с характером, без продюсеров, но с идеологией. Фанаты не ждут от него взрывов, они ждут правды. Не хайпа, а строчки, которая попадет в грудь. Он не гонится за цифрами, он делает музыку для тех, кто чувствует. Он как Нас в Квинсе, как I.M. в Марселе, как Тупак в Окленде и как пишут в хип-хоп-порталах. Если сравнивать в масштабах СНГ, это не просто местный артист. Он на одной полке с теми, кто создает лицо своей страны, как Скриптонит сделал для Казахстана, как Баста для Ростова, как Джахалиб для Алматы, так и Абада для душанбинского андеграунда. Но в отличие от многих, он не ушел от улиц. Он остался. И это его сила. Это рэп без цензуры, без политеса, без пластика, но с душой.
as Tajikistan's rap scene gained just like Abada. Abada stands at the forefront of Tajik hip-hop. Abada has burst in Tajikistan. Tajik rap finds its voice in Abada. Lyrical, apologetic. Вот была ли у тебя мысль, да, бросить все и уехать отсюда подальше? Была. А сейчас ты как? Вот, есть до сих пор такое посещает? Я уже больше о семье думаю, чем такого уже нет. А теперь обращение к фанатам музыканта. Прошу сейчас поставить на паузу видео и написать комментарий. Ваш любимый трек Абады и с кем бы хотели услышать совместную работу Абады из новой школы. Комментарий, набравший больше лайков, сотворит историю. Также пишите, чью биографию из таджикских хип-хоп артистов вы бы хотели увидеть в следующем выпуске. Постепенно, но уверенно, иншаллах, таджикский рэп выходит на мировую арену. И каждый, кто ценит восточную музыку, знает: настоящая красота в персидской поэзии и звучании. Если чувствуешь это, поддержи выпуск лайком и проверь, подписан ли ты на канал. Слушай только правильную музыку, только true. Без джона садой борон джил-джил. فکر کردی کی از من خبر داره راحت برو. The way he has those runs just going. Oh, wow. Mohsen Yeganeh не просто поп-звезда. Это имя, которое звучит, когда иранец испытывает боль, надежду или любовь. Его голос — это отпечаток времени, но за этим голосом история, о которой должен знать весь мир. Он родился 13 мая 1985 года в городе Гунбад-Екавус, провинция Голестан на северо-востоке Ирана. Вырос в семье, где трагедия была частью фундамента. Его отец, Мохаммад Реза Yeganeh, погиб во время Ирано-Иракской войны и официально признан шахидом, мучеником за родину. Мать – преподаватель университета. Старшие сестры пошли в медицину. Мохсен же выбрал путь, который в Иране часто сопряжен с риском – путь музыки. Хотя поначалу он поступил в университет на инженерную специальность, бросил учебу на 6-м семестре, потому что в его жизни появилась она – гитара. Он выучился играть сам, без преподавателей. Его вдохновил певец Шадмех Рагили, и трек «Гол Гандам» стал его музыкальным переломом. Первая песня, которую услышали массово – «Нашкан Делама». Она была записана совместно с Мохсеном Чавоши и Хамедом Хакамом, молодыми артистами, так же как и он, идущими против формата. Но настоящий старт случился 8 июля 2008 года, когда выходит его первый официальный альбом «Нафас Хая Би Хадаф» – «Бессмысленные вдохи». Это была смесь боли, любви и безысходности, оформленная в поп-аранжировке. Альбом принес ему национальную известность. Август 2010 года – новый виток. Альбом Rage Cub. Трек «Сукут» становится главной песней года в Иране, звучит повсюду, от радиостанций до такси. Через 2 года, в октябре 2012 года, он выпускает альбом «Хобаб». 14 треков, из которых половина становятся хитами. Тогда он заявляет, что это его последний альбом. Но это было лишь паузой. 10 мая 2015 года выходит «Него. Мой взгляд». И снова полные залы, чарты, интервью.
но главное начинается после этого. Он перестает выпускать альбомы и переходит на синглы, как делают международные артисты. Март 2016 года. Выходит Behead Gol Midam. «Я тебе обещаю». Баллада, от которой замирает сердце. Концертный клип, записанный 2 августа того же года, выложен в январе 2017 и становится самым просматриваемым персидским музыкальным видео в истории YouTube. Более 250 миллионов просмотров. Более 7 тысяч зрителей в Nokia Theater LA Live встретили его с овацией. Он остается самостоятельным артистом, пишет тексты, музыку, делает аранжировки, выступает продюсером как своих работ, так и для других, среди которых Мухаммад Эсфахани, Али Лохраспи, Сина Деракшанде. Он удостоен Music Sam Award, самой престижной премии в Иране, как лучший живой поп-исполнитель в 2012 году. А его YouTube-канал – это не просто музыкальная платформа, это архив боли, любви и искренности народа, живущего между традицией и запретами. Сегодня он один из главных символов иранской поп-культуры. Без скандалов, без политических заявлений, только песни, только голос. Концертный путь от Тегерана до Европы и Австралии. Он выступал на крупнейших международных площадках. Wiener Stadthalle в Вене, Microsoft Theater в Лос-Анджелесе, фестивале Fajr International Music Festival в Тегеране, World Music Festival в Дубае, Paris Youth and Music Festival. Это артист, который вытягивает зал там, где иранская диаспора проживает десятками тысяч. В 2020 году его концерт в Австрии, Германии, Швеции, Австралии собрал полные залы, как подтверждают отзывы поклонников на Benson Town. После Behead Gol Midam моя музыка перестала быть просто песнями. Она стала исповедью, связью с миллионами. Я продолжил. С начала 2020-х годов я все чаще отказывался от альбомного формата и выбирал путь синглов. Один за другим выходили треки, где я столкнул зрителя с эгоизмом и внутренней борьбой. Мохат – признание, написанное для одной женщины, но услышанное миллионами. Я искал, пробовал, миксовал. Это был мой диалог с Западом, с молодежью, с собой. Сочетание персидской эмоциональности с элементами альтернативного рока, электронного попа, даже лоу-фая. Я дал себе право на риск и не пожалел. I know это больше, чем музыка. Это осознание, кто я, чего стою, чего хочу. Награды и рекорды. Победитель Musema Award как лучший живой поп-исполнитель. 2012 год. Экспертная категория. Лучший автор-исполнитель Афишина. Едолахи премии. 2018 год. Рекорд по просмотрам персидского клипа Behead Gol Midam. Назван ведущей фигурой иранского попа журналом Руна в 2010 году. Состояние оценивается примерно в $9,5 миллионов, возможно, ближе к 14 миллионам, с учетом доходов от соцсетей и концертов. Инстаграм-аккаунт насчитывает более 2 миллионов подписчиков. В 2022 году он внезапно прервал концерт в Бушере. После одной сессии объявил о западании голоса, принес публичные извинения. Этот эпизод активно обсуждался в медиа как проявление профессионализма и честности, но и вызвал перепалку фанатов. Музыкант говорит: «Я вдохновлялся такими артистами, как Эбби, Дариуш, а из западных Брайан Адамс и Coldplay. Но я никогда не копировал, я всегда искал свой путь. Смесь восточной боли и западной силы аранжировки». В 2010-м я собрал полный зал в Milad Tower в Тегеране, что в Иране считается вершиной признания для артиста. Билеты раскупили за 3 дня. Публика стояла, пела, плакала, и это был момент, который я не забуду никогда. Я стал символом новой волны персидской поп-музыки. После меня пришли десятки молодых исполнителей, вдохновленных моей искренностью. Меня называют голосом разбитых сердец. Я не сопротивляюсь. Итак, дорогие зрители канала на Топчане. Прошли годы, а я все так же чувствую этот магический момент, когда впервые услышал голос Мохсена Яганеха. Это не просто голос, это искренность, боль, свет, ностальгия и надежда одновременно. Это голос миллионов сердец, который продолжает звучать, несмотря ни на что. Он сумел стать больше, чем певцом.
Он стал голосом поколения. Я рассказал вам лишь часть пути, который прошел этот удивительный человек. И если хотя бы одна строчка его песни однажды тронула вас, значит, все было не зря. А теперь напишите в комментариях, какая песня Мохсена Яганяха для вас самая любимая. Поделитесь. Я прочитаю каждый комментарий и обязательно поставлю сердечко. С любовью, на Топчане.